Визов кама, сыч да голубой, ва уральской ласков да любой. Век свободный ты надкывта вын, ты и пашкыт, и пыдын. Да, гаша татын местаус, пашкыт да вына кама дора, пукшам май корнима поселок. Татын оланы быт коть кужишки аотир, кадна катталун мия и тат сашама. В основном занимаюсь плетением из лозы, конечно. Вот, нравится мне это дело. И в последнее время стал заниматься работой с берестой. Конечно, я не скажу, что я какой-то профессионал, но как-то стараюсь чему-то каждый год немножко научиться. Откуда вот появился интерес к этим увлечениям у вас? А вы знаете, первое появилась, конечно, это работа с лозой. Вот. И я пробовал достаточно давно, но у меня ничего не получалось, конечно. Вот. Надо на это время, конечно. Ну и как-то вот раз попробовал, не получилось. Второй, мне уже стало обидно. То есть пришлось учиться полностью самому. Сколько лет уже занимаетесь? Ой, берестой я не скажу, сколько, я не знаю, лет 5-6. Так, не плотно, не плотно. А лозой-то, наверное, лет 20. И, знаете, очень интересно сам по себе процесс мне нравится. Это ведь не просто так вот сел ты и давай там что-то делать, ага, схватил. Нет. Процесс начинается не с этого. Мы сперва едем в лес. Туда нужно попасть в нужное время, в нужное место. Найти то, что тебе надо. Вот. Взять это правильно, то, что тебе надо. Приготовить это правильно. Даже ту же корзинку сплести, да не просто так. Ты пошел там, наломал виц. Нет, не выйдет этот номер. Вот. То есть сам процесс, когда вот в лесу ходишь целый день, обычно это уже бывает перед снегом, или уже даже первый снег, вот, заготавливаешь лозу. А с берестой там вообще романтика, потому что береста берется в определенное время, вот она будет браться через месяц. Самый вылет комаров. Романтика неописуемая. Спасает только накомарник, больше ничего. И брезентовые рукавицы, иначе съедают напрочь. В моих работах я считаю, что всегда это первое место, это функциональность. Я стараюсь, чтобы моими работами пользовались. В первую очередь, люди говорят, а что, как я с такой пойду, куда мне жалко? Ну а что, для чего вы взяли? Для того, чтобы пользоваться, чтобы было приятно взять в руки. Те же туиски, вот они тоже разные. Вот. Ну вот простые, вот тоже это не просто простой. Вот. Смотрим, значит, полностью скроем. То есть это можно, особенно пожилые люди, любят натурально грибы засолить, еще что-то сделать. То есть в него наливаешь воду, он не потечет. Но понятно, к такой работе я не буду на ней что-то рисовать. Ну, чтобы люди просто пожалеют пользоваться. Такие вот, скажем, работы тоже вот очень удобно для какой-то мелочевки. И очень сильно, конечно, нравится девушкам положить вот, знаете, свои драгоценности, еще что-то, что вы там кладете, не знаю. Вот. Вот они. Я сначала так думал, пойдет, не пойдет, вот та же роспись пошла. Расскажите про роспись. Знаете, я не придерживаюсь каких-то определенных канонов, потому что я сам по себе скажу, не художник, так очень начинающий самоучка. И знаете, даже вот когда смотришь на любую роспись, кажется, ой, как легко.
Ну, мезенская роспись. Ну, что там одинаковые лошадки бегут? Ну, попробуйте, возьмите, нарисуйте. Это не так просто. Есть пермгородская роспись, их очень много. Но там свои строжайшие каноны. Если я там буду проявлять самодеятельность, и, во-первых, она не всем интересна. Но вы знаете, у каждого человека вот что-то есть такое в душе, не знаю. Вот что мне вот нравится. Коми-пермяцкие узоры не делаете? Коми-пермяцкий узор, вы знаете, достаточно сложный. И акриловой краской его не нарисуешь. Вот, поэтому я как-то нет. И тем более, если вы знаете, вы занимаетесь этим делом, коми-пермяцкий узор, он непростой. Там каждый значок имеет свой символ. Я напишу, что не знаю, а люди обидятся. Вот, поэтому я не это делаю. Сами используете в хозяйстве? Да, мы храним чай. Мы чай делаем этот копорский из иван-чая. Очень хороший чай, но мы добавляем туда шиповник. С шиповником очень хорошо. Вот у нас шиповник также хранится. Потом так вот какие-то, знаете, такие вот травки стараемся держать в этом. Очень удобно. Знаете, у меня были предложения, бывало, что звонили, вот мы давайте вам закажем работу, например, 50 штук. Я говорю, нет. Не, упаси Бог, я это не буду делать. Я не смогу себя заставить делать одинаковые работы. При работе с лозой, что хорошо, от минимум инструментов. Вот самый необходимый. Раз, два, три, четыре. Все, я работаю. Мне больше ничего не надо. Так тебе интересно все рассказать, да? Ну покажи, вот мы вместе работали. Она одолевает меня прямо. Папа, давай, я тоже буду что-то делать. Иди сюда, иди. Иди вот тут пролезь, а ты там что не сломаешь. И расскажи, что ты делала нынче? Там дайте его... Да. Это для карандашей, стопочка. Не стопочка, стаканчик. Что у тебя тут стоит? Карандашики. Карандаши, фломастеры, вот она сама сделала все. Вот. Все сама сделала? Делала сама, да. Ну, папа, конечно, подсказывал, да. Потом мы покрасили. Вот. Еще мы начали вазу для цветов, но не успели доделать. Но мы ее доделаем. А что ты еще делала? Мы рисовали, вот ягодки там, Да. цветочки. Вот. Ну, конечно, туесок делала няня. Но рисовали мы, рисовали вместе. Папа на одном рисовал это, она рисовала это на другом. Папа нарисует, потом она также рисовала, да? Вот. Один она сделала два рисунка таких. Один она подарила кому? Бабушка. Бабушке на день рождения подарила, а это вот у нее дома стоит. Чему еще хочешь научиться у папы? Плести корзиночки красивые, большие. Еще рано, у тебя еще ручки маленькие. Потом научишься. Добро? Вот. Давай мы это пока уберем. Ну? Давай сейчас папа будет показывать, что и как делать. По-своему работать. Другой человек делает то же самое, но совсем будет делать это по-другому. Сначала, конечно, было очень трудно привыкать, а потом уже со временем руки сами чувствуют, куда что загнуть, чтобы не сломалось, чтобы все было хорошо. Вот. Я сейчас пройду пару рядочков, чтобы вы видели, и, наверное, сделаем небольшой финиш. Сперва, конечно, да. Когда я начал работать, у меня была такая, знаете, как сказать, жадность. Почему? Каждый сантиметр материала было жалко. Я жестоко с ним возился. Вот. И поэтому работаешь там до самого кончика, все тратишь. Сейчас, конечно же, нет. Лишнее все безжалостно отсекается, потому что это все влияет на качество работы. Чаще вы когда работаете зимой или круглогодично у вас? Нет, я весь год работать не могу. Поэтому я обычно начинаю работать с белыми мухами. Снег пошел, вот я тогда начинаю работать. Уже спокойно, запасу весь материал и буду робить. Каждый человек. Он чего-то хочет в жизни добиться. Иногда у человека такие, даже не подумаешь о его желаниях. Вы, наверное, тоже чего-то хотите добиться. Так? Каждый чему-то хочет научиться, попробовать. Кто-то с парашютом хочет прыгнуть.
кто-то еще что-то. Я хочу, чтобы вот это было или еще что-то. Это круг моих интересов здесь не ограничен, это все попутно. Вот. Но когда я делаю хорошо, я получаю чувство удовлетворения. Вот практически я закончил. Мне надо минут 3-4, чтобы продолжить. Опять же, у нас выручает такой бак с кипятком. Ну, не кипяток тут уже. Это я сейчас свои секреты выдаю. Знаете, очень трудно было вначале подобрать вот все эти режимы. Вот, и кто работает, они спрашивают, а сколько ты держишь? А какой температуры? Сперва по часам все делал. Сейчас оно как-то само вот получается совершенно. Ну, почти работа готова. Сейчас мы ее красиво закроем. Вот видите, не досохло. А, это не дефект просто был. Дедушка Филипп Тихонович говорил, ни Клинтон не мог, плотник бы сдох. Дефект. Жучочки живут в древесине. Кромка вот сейчас заканчивается, то я расфилософствовался, и мы самое интересное это в конце. Это закрыть. Тут работает закон подлости. Обязательно самые плохие вички попадутся в конце. Обязательно. Вот. Они сразу начали ломаться. Вот. Тут ничего с этим не сделаешь. Видите, было сломано, ничего уже не сломано. Все уже у нас спрятано. Все красиво. И видите, лаком еще покроется. Лак, он замещает воду, поры в древесине закрывает. И от него прочность намного выше будет. Ну, практически видите, что у нас есть результат. Осталось только ручка. И когда это все у нас уже вот так вот, мы придаем форму, оно так высохнет. И вот то, что мы хотели. А формы как выбираете корзин? Форму как ее выбирать? Или, например, вот это для грибов, это для чего-то другого. Так формы распределяются, нет? Вы знаете, любая корзина начинается с донышка. Любую корзинку возьму. Маленькую возьму корзиночку. Ну, либо круглое донышко, либо оно овальное донышко. Донышко сделал, пусть даже один размер, но я могу из нее сделать и большую, и маленькую, и какую угодно могу сделать. Я сам иногда не знаю, что у меня получится в конце. Я могу работать, например, сделать, быстро, могу долго работать. Какое у меня настроение будет, как я вот захочу что-то поменять. Вот такая вот работа. Покажу. Вот. На пачке бумаги увидел, пачка бумаги для офиса. Такой рисунок увидел. Мне захотелось, я сделал. Основную работу с лентой. Из чего вышло? Потому что у нас материал, честно говоря, дрянь. Вот выбирать нормально, если работать с лозой, не из чего. Это не Ленинградская область, и не коса, где растет ива в 1,5 метра, и она практически ровная. То есть ива, морковка. Берешь сколько-то хвост, вот, остается достаточно большой кусок, иногда метр, больше, который никуда не идет. Поэтому мы его режем, колем и используем в качестве ленты. То есть видите, что везде у нас идет лента. С одной стороны, это даже очень хорошо, потому что она получается легкая, вот. Она меньше подвержена плесени, ну, смотрится тоже достаточно красиво. Чтобы вот это все сделать, чтобы снять кору, приходится ее варить на вареную. Я не люблю работать с белой. Почему? Она со временем сереет. Получается такой блеклый цвет.
Поэтому я делаю заготовку обычно перед зимой. В течение зимы печка топится, это все варится. Я кору снимаю, и остается такой густой состав внизу темного цвета. А туда ложу уже готовую ленту, например, накраситься. Получается нужный мне цвет. Темнее, светлее. Можно какую-то, конечно, химическую морилку использовать, но зачем, если есть такая вот природная, своя. Вот и все. Атте и Адичлудович Владимир Евгеньевич. Ну а Мия мунам очлань. Титадат ми пошекерный капрон кезиш. Мадатчина. Ну а май кореш мастерица отжиснила мадик применению. Здравствуйте, Тамара Анатольевна. Здравствуйте. Можно к вам? Пожалуйста, мы будем очень рады. Расскажите, чем вы увлекаетесь, чем занимаетесь? Первое мое увлечение – это я вышивала крестиком. Вот эта большая картина висит на стене, вышита крестиком. Она была вообще белое полотно только, и была картина, все там было по номерам. Я, значит, все это считала, все крестики, и вышивала. Рамку мне сделал Владимир Евгеньевич. Где вы сейчас были? Это у нас совместная работа. Потом, значит, это все уже мне немножко надоело. Я решила сменить вид рукоделия. Я стала делать алмазную выкладку. Думаю, что-то надо еще поменять. Вот решила вышивать атласными лентами. И это более меня затянуло. Но до этого еще, знаете, я пробовала бисероплетение, деревья плести. Ну, сделала несколько штук, но это не мое. Потом, значит, я решила делать капроновые цветы. Я начинала делать вот с гладиолусов. Это у меня первые гладиолусы. Они пробные, конечно, мелковатые. Потом мне дали заказ уже только чисто белые сделать. Они у меня уже были крупные, такие сделаны, как сортовые. И последняя вот моя работа была из капрона. Я сделала вот такую орхидею. Я думаю, что она смотрится неплохо. Вот чтобы сделать цветы, нужна проволока. Нитки нужны будут. Тут уже я вот сделала заготовочки. Я вам покажу всего один лепесточек, как это делается. Вот так беру и обматываю. Берем капрон. Некоторые натягивают, не режут его прямо с чулка. Но я вот всегда делаю такими кусочками небольшими режу и вот так вот натягиваю. Беру ниточкой, обматываю. Это все потом поправится, конечно. Вот, получается такой лепесточек. Можно сделать любой формы. Берем лепесточек, к нему делаем вот этот и начинаем потихонечку мотать нитками. Сколько цветков можно для одной ниточки сделать? Я делаю, конечно, немного, но я люблю пышное все такое. Я делаю по 12 цветков. Так, и сейчас мы делаем тейп-ленту, закручиваем, прятаем все проволочки. Цветочек готов. Некоторые все говорят, ну как вышивать лентами? Ну я так вот просто покажу чуть-чуть. Точно так же протыкаем иголочкой, продергиваем и идем опять же сюда вот. Получается у нас лепесточек. Здесь у меня незабудки в туфельке. Вот здесь вот бантичек сделанный и тоже из бисера сделана пряжка. Здесь верандочка с видом на море. Здесь вот букет цветов. В середине у меня зашиты не бисер, а груз такие камушки. Ну вот цветы больше, да? Природу. Да, меня, знаете, больше интересует природа. И на будущее я тоже думаю, что я что-то буду выбирать больше из природы. Вот как, допустим, ромашки, вот эти березки у меня. Ну, вот лошадка, она тоже, как можно сказать, на природе. Цветы, там поле виднеется. Здесь райский уголок. Маленький домик там стоит. Ну, а здесь, конечно, герань. Она, можно сказать, как живая.
Как ваши близкие относятся к вашему увлечению? Очень положительно. Очень положительно. Все довольны. Все, конечно, как поднимает мне дух, подбодривает меня. У меня и муж, когда был живой, он всегда куда поедет. Я еще тогда вышивала мулине нитками. Он мне всегда привозил нитки. Все мои капризы исполнял. Приедет, всегда из карманчика достанет и положит мне на стол нитки. Унам ивилсем талун тадим и аджилим. Шуам аджишлатаж майкерла и индачам оджлань. Сам перегон – это целое искусство, тонкостям которого коневоды учатся не один год. О секретах и задачах этой профессии в репортаже Алексея Унагаева. Этих выносливых и крепких животных называют золотом Бурятии. Веками кони местной породы были главным богатством кочевого народа. Уже несколько десятков лет Яравнинский район удерживает лидерство в сфере коневодства в Республике Бурятия. Только в этом табуне СПК Ульдургинский насчитывается более 1500 голов лошадей аборигенной бурятской породы. Сейчас лошади направляются к летним пастбищам. В ближайшие 3 дня им предстоит преодолеть почти 100 километров. При этом в табуне 300 жеребят. И еще около 50 должны появиться на свет в ближайшее время. В республике насчитывается порядка 63 тысяч голов лошадей. Это критически мало, потому что по сравнению с теми же регионами, это Горный Алтай, Байкальский край, где от 100 до 200 тысяч голов лошадей. И у нашей Бурятии есть такой же потенциал. Перегон лошадей – отдельное искусство. Идущий к летникам табун разбивают на косяки, семьи. Во главе каждого – жеребец, который не допускает приближения чужаков и охраняет косяк от хищников. Разводят здесь и чистокровных рысаков. В этой конюшне кони орловской и буденовской пород. Потомки именитых английских и французских скакунов, победителей международных соревнований. Хотим тоже участвовать в каких-то выставках, соревнованиях вот по гитовке или бегах или из-за этого. И, соответственно, улучшить породу. Уже через несколько недель эти молодые рысаки примут участие в скачках на главных всебурятских праздниках – Сурхарбан и Алтаргана. Если не помешает пандемия, то посмотреть на состязания табунщиков приедут тысячи туристов. Алексей Унагаев, Александр Тайбинов. Вести, Бурятия. Ну и рекордный урожай грибов ждут в Томской области. Там уже появились белые, маслята, подберезовики гораздо раньше обычного. Все благодаря аномально теплому маю в регионе, как объясняют ученые. Ну и рассказывают, где и как лучше всего заняться тихой охотой. Репортаж Динары Миндубаевой. В таких местах возле берез следует ожидать, что могут быть первые подберезовики и даже белые. О, вот, смотрите. А вот первая находка. Маленький красавец на белой ножке растет прямо в черте города. На полянках и открытых лужайках они появляются раньше, чем в Бару. Здесь лучше погодные условия и больше солнца. Но в этом году ранние представители побили все рекорды. Очень благоприятный год для них складывается. Вот. И судя по обилию, надо ожидать, что и в естественных местообитаниях у нас будет много в этом году. По крайней мере, первый слой. Даже такой маленький гриб уже пригоден для еды, но биологи говорят, городская среда не лучшее место для сбора дикоросов. В городе больше загрязнений, вот, а гриб, он как губка все впитывает, то, конечно же, не следует в черте города, по крайней мере, увлекаться сборами, там, заготовками и так далее. Белые, маслят мало. Ну, попадаются маслята. И маслят уже есть? Да, ну мало. Вдоль трассы в пригороде Томска уже продаются свежесобранные белые. А такими снимками поделились жители Колпашевского района. Но пока найти боровые не так просто. Сейчас много не соберешь. 3-4 литра можно набрать одному, если умеешь.
знаешь где. В этом году ранняя активность не только у грибов, но и у клещей. Поэтому, отправляясь в лес, не стоит забывать о простых мерах предосторожности, чтобы домой привезти только богатый урожай грибов и никаких клещей. Динара Мендубаева, Евгений Дерунов, Вести, Томск. Ну и далее мы переходим к вашим региональным вестям. Здравствуйте, к эфиру «Больших вестей» присоединяется Пермский край. В студии Максим Лабудин. Смотрите в этой части выпуска. Официально оформить самозахват земли или заставить соседа снести глухой забор. Какие сюрпризы законодатели приготовили для дачников? Собственники земельных участков должны уничтожать борщевик на своей земле. Случай был, но он совсем не уникальный. Чем грозит коронавирус, обнаруженный у пермских кошек? Носопырочку прикрыли? Ты тоже готова ко всяким разным бякам, да? Перед изменениями в маршрутной сети Перми инспектируют автобусный парк. Сколько новых машин теперь должно быть на линии? Валидаторы, видеонаблюдения, это кондиционеры, счетчики входа-выхода. Но прежде документ, что наделал столько шума в пермских социальных сетях, рамочный и не устанавливает конкретных сроков. Напомню, ажиотаж вызвали слухи о возможном продлении дистанционного обучения в школах Пермского края до Нового года, точнее до 1 января 2021. Почвой для них стало постановление главы российского Роспотребнадзора Анны Поповой об утверждении санитарно-эпидемических правил в условиях профилактики коронавирусной инфекции. Это целый перечень мер, в том числе перевод школьников на дистанционное обучение. В выложенном постановлении говорится, что оно действует до 1 января 2021 года. Однако решение будет приниматься исходя из конкретной эпидемической ситуации, а не сроков. Вот что сегодня нам рассказали в Краевом Минобре. Ну, конечно, нет, конечно, это неправда. И я абсолютно уверена, что мы начнем учебный год совершенно обычно и продолжать его будем в обычном режиме. Другое дело, что, скажем, с большим использованием дистанционных технологий, чем это было до сих пор. Это с одной стороны. Но в случае неблагоприятной обстановки, причем в каждом регионе это может быть своя обстановка, мы будем готовы к работе в дистанте, и письмо именно об этом, что в случае неблагоприятной обстановки мы могли бы работать в дистанционном режиме. То же самое касается работы общепита или туристической отрасли, либо иной другой, попавшей под ограничения в период эпидемии. Между тем, за последние сутки в Пермском крае 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таковы последние данные Роспотребнадзора. 25 человек с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 19 изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Суточный прирост 3,1%. Общее количество зараженных с начала пандемии достигло 1586 человек. К сожалению, за прошедшие сутки погибло 4 человека от причин, не связанных с ковидом. Это 2 женщины 79 и 80 лет и 2 мужчины 82 и 95 лет. На 25 мая в Пермском крае зарегистрирована заболеваемость на уровне 61 на 100 тысяч населения, что соответствует 73-му ранговому месту по Российской Федерации. С 1 июня в Перми заработает новая маршрутная сеть. Часть автобусов ликвидируют, 15 маршрутов пойдут по-новому. Эта сторона транспортной реформы вызвала наиболее неоднозначную реакцию горожан. Однако есть и другая. Например, к концу этого года самые старые автобусы в Перми не должны быть старше 5 лет. Касается это и муниципального, и частных перевозчиков. Их автопарк начали проверять. А прошедший сегодня инспекции Антон Нагибин. Автобус номер 13 – один из 4 маршрутов, что в скором времени уступит место новым. Причем под словом «новый» здесь имеется в виду транспорт, бесконтактный способ оплаты и бесплатные пересадки. В интернете все прочитали, очень много изменений во многих маршрутах. Изменения вступят в силу уже с 1 июня. С этого дня начнется второй, предпоследний этап реализации транспортной реформы и внедрения новой единой маршрутной сети. К выходу
по новому контракту мы готовы на 98-99%. С 1 июня ИП «Кирсанов» будет обслуживать маршрут номер 27. Перед запуском автобусов по новым контрактам городской департамент транспорта проверил готовность перевозчиков постепенно выводить на линию новую технику. Так, у «Автомиг» на базе уже стоят 90 новых МАЗов и 30 «Лотосов». Перевозчик «Райзен» приобрел 25 новых машин марки «Лиаз». Наш отечественный автобус уже более усовершенствованный. Перевозчик «РТ-Лайн» закупил 43 «Лиаза» на 14 и 32 маршруты. Но из-за коронавируса поставки завода сдвинулись. Для обеспечения транспортного обслуживания пассажиров был найден выход из ситуации. В настоящий момент мы выезжаем на арендованных автобусах, которые полностью соответствуют действующему контракту. Но думаю, что это будет недолго. С 15 июля новая маршрутная сеть будет запущена полностью. Требования по дополнительному оборудованию – это валидаторы видеонаблюдения, это кондиционеры, счетчики входа-выхода, медиапанели для информирования пассажиров. Все это в течение этого года должно появиться на 100% подвижного состава. Новая страница в истории городского общественного транспорта краевой столицы началась в 2019 году, когда для Пермь-Горэлектротранс за счет краевого и городского бюджетов было закуплено 85 новых автобусов и 9 новых трамваев. В скором времени заданной планке будут соответствовать частные перевозчики, ставшие победителями конкурсов на заключение 5-летних контрактов. Новые автобусы, вот примерно лицо. Старый и тот, который выйдет уже 1 июня. А 15 июля такие автобусы будут курсировать по всему городу. Также можно будет оплатить маршрут банковской картой и сделать пересадку в городе в течение 40 минут за 60 минут. Антон Нагибин, Александр Неверов, Вести Пермь. Собственные огурцы с помидорами для Пермского края. В Чусовом заканчивается строительство большого тепличного комплекса, всего 24,5 гектара. А гарантией удачного завершения стройки служит то, что проект стал резидентом территории опережающего социально-экономического развития Чусовой и получил все положенные налоговые льготы и снижение страховых взносов. То, что уже построено, увидела Лариса Стрельникова. Дорога к новому тепличному комплексу в Чусовом тоже будет новой. По словам Андрея Ясарева, в поле зрения дорожных строителей она попала впервые за долгие годы. Она практически всю жизнь в плохом состоянии. Тепличный комплекс Пермский строится в границах города Чусового. Это удобно прежде всего тем, кто будет здесь работать. Для чусовлян создается более 400 рабочих мест. Отсюда лучший вид на 24,5 гектара возводимого ТК. На сегодня стоит конструктив, идет остекление первого тепличного блока, это 11 гектар. Построен сервисный блок, за ним возведен полностью конструктив и остеклен рассадное отделение. С другой стороны сервисного блока у нас сейчас идет сбор конструктива второго блока. Справа будут выращивать огурцы, слева томаты. Подобный тепличный комплекс 5-го поколения уже работает в республике Коми. Здесь не увидеть привычного для советских теплиц грунта. Культуры выращивают на субстрате, а сохранить их помогают новые технологии. Чтобы не травмировать растения от излишней солнечной радиации, мы используем экран зашторивания. Растение получило необходимую дозу солнечной радиации, экран прикрывается. Производить планирует 20 тысяч тонн овощей в год. При этом потребность региона 26 тысяч тонн. Работу всего тепличного комплекса будет обеспечивать собственный энергоцентр. Уже готовы к монтажу 4 водогрейных котла. Также внутри будут установлены газопоршневые машины. Все это позволит своими силами вырабатывать 44 мегаватта энергии. Проект по строительству ТК «Пермский» стал резидентом территории опережающего социально-экономического развития Чусовой и получил от краевых властей преференции в виде налоговых льгот и снижения страховых взносов. Перспективы развития овощеводства стали главной темой совещания с главой региона Дмитрием Махониным. Предполагаем, что это изменение позволит привлекать инвесторов в переработку, в тепличные комплексы, тем самым давая синергию эффекта по развитию, выращиванию тех же самых растениеводческих культур, животноводческих культур. Завершить большую стройку в Чусовом планируют в ближайшие месяцы и в этом же году получить первый урожай местных томатов и огурцов. Лариса Стрельникова, Матвей Вершинин, Вести Пермь. Официально оформить самозахват земли или заставить соседа снести глухой забор. О том, какие сюрпризы законодатели приготовили для дачников после погоды. «Шевроле Нива» от 600 тысяч рублей по госпрограмме и «Равон Нексия» на Уральской 76 ждут вас. Телефон 258 04 08.
Как вести бизнес в кризис? Все меры поддержки бизнеса на mspppk.ru. В клинике «Визион» лечение катаракты 10 тысяч рублей, плюс хрусталик по выбору, плюс трансфер до клиники и обратно. Телефон 2 12 11 50. Самовольный захват земли теперь можно узаконить, за воду и скважины придется платить, а за борщевик на участке будут штрафовать. В этом сезоне дачников ждет сразу несколько законодательных сюрпризов, принятых на уровне всей страны. Наш корреспондент Максим Пекер выяснил, что и как будет работать в Пермском крае. Борщевик на территории товарищества появился лет 5 назад, рассказала Валентина Ворончихина. С тех пор полностью истребить так и не получается. Рубим и вот эти вот стволы заливаем уксусную эссенцию. А все равно ничего не помогает. Очень скоро частников законодательно обяжут бороться с борщевиком. В этом году штрафы за неистребление сорняка вряд ли появятся, но, судя по всему, это вопрос времени. В стадии согласования находится закон о том, что собственники земельных участков должны уничтожать борщевик на своей земле. А вот уже точно можно получить штраф до 1 000 000 рублей за самовольное оборудование скважины для общего пользования. Теперь для этого в региональном Минприроды нужно получить лицензию, которая обойдется в 7500 рублей. Если скважина находится на личном участке, то получение не требуется лицензия. А еще садоводы могут оформить участок, который они заняли самовольно. Правда, для этого нужно пользоваться землей не менее 15 лет и не иметь противоречий с соседями и местными властями. Кроме того, в этом году изменятся полномочия председателей товариществ. Они будут ощутимо ограничены. Если ранее председатель мог самостоятельно обратиться за регистрацией, за постановкой на учет, за иным каким-то распоряжением имущества, то теперь эти вопросы решаются только общим собранием. А если дача надоела, можно продать ее со сниженным налогом. Правда, имущество должно быть подаренным. Все нюансы можно изучить на сайте налог.ру в специальном разделе. Обязательное условие – это подаренная недвижимость продается до истечения 3 лет со дня возникновения на нее права. Кроме того, налоговики рассказали, что в этом году земли общего назначения в СНТ будут облагаться налогом по ставке не более 0,3% от кадастровой стоимости. До сих пор эта ставка могла достигать 1,5%. А еще не стоит забывать про пожарную безопасность. Например, на участках запрещено разводить костры. Кроме того, трава должна быть скошена, как, например, вот здесь. Выше 20 сантиметров она уже считается пожароопасной. Максим Пекер, Александр Хробыстов, Вести Пермь. В России первый кот заболел коронавирусом. Информация об этом моментально разлетелась в социальных сетях и вызвала немалый ажиотаж, вплоть до оценки угрозы для жизни человека. На деле все оказалось и проще, и сложнее. Да, коты болеют коронавирусом, и довольно часто. И нет, для человека зараза угрозы не представляет. Со специалистами пообщалась Марина Печенова. Стефан, что ты думаешь про коронавирус у котов? Новость из интернета о том, что в России подтвержден первый случай заражения коронавирусом домашней кошкой, вызвал у Кристины неоднозначные эмоции. 7-месячный бенгал Стефан вовсе пока не догадывается, что соты могут болеть. Как бы то ни было, хозяйка уверена, что сперва нужно разобраться, что к чему. Ну, я надеюсь, те люди, которые заводят домашних животных, они не будут их выкидывать, они будут их лечить как минимум. С началом пандемии зоозащитники отмечают всплеск случаев, когда собак и кошек, в том числе породистых, просто оставляют на улице. Все потому, что некоторые хозяева теперь боятся, что их домашние питомцы могут болеть и распространять COVID-19. Это видео снято в Перми недавно. Очевидец нашел в чаще леса рядом с камой домашнего пса, привязанного к дереву. Я не знаю, когда бы сюда пришли люди, а воды нету, собаки рядом, ничего нет. Впрочем, на просторах интернета уже появились видео с теми, кто решил перестраховать от заразы и себя, и домашнего питомца. К примеру, на этом на кошку Дусю надели медицинскую маску. Носопырочку прикрыли, ты тоже готова ко всяким разным бякам, да? Зоозащитники с приюта Матроскин уверены, что маска ни к чему. Кошачий коронавирус действительно существует, но к человеческому COVID-19 никакого отношения не имеет. И передать его животное никак не может. Живой пример здесь же. Это лисик, ему 8 лет. Корону у него обнаружили год назад. Эта болезнь жить ему никак не мешает. Чувствует себя, в принципе, хорошо, кушает, питается, как и все обычные котики, ходит в лоток, играет, то есть никаких особенностей, связанных с этим вирусом, у него нет отличительных. О том, что людям опасаться своих питомцев не стоит, сказали и ветклиники. Напротив, о четверолапых нужно позаботиться. Штаммы коронавируса у кошек обнаружили больше 40 лет назад. Их несколько. Кишечный коронавирус, который может проходить бессимптомно, и вирусный перитонит, острая форма. Это может быть периодическая диарея у кошек,
какая-то вялость, снижение иммунитета. В дальнейшем, если, конечно, какие-то стрессовые факторы, то может мутировать этот штамм, вот как раз-таки вирусный перитонит кошек. Последний чаще всего смертелен, и прививок от него нет. Так что единственный проверенный способ уберечь вовремя кошку, так это при настораживающих симптомах вовремя обратиться к ветеринару. Так что кого и стоит опасаться, так это себе подобных, то есть людей. При встрече с такими не забывайте соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Марина Печенова, Александр Сигалаев. Кошка Мариса. Вести Пермь. Такими были сегодня вести. Берегите себя и своих близких.